Добрый день, дорогие друзья. Завершилось сегодня заседание сессии Государственного совета, последнее в этом календарном году. Внесены поправки в бюджет, приняты основные законопроекты в поддержку граждан Республики Коми, избраны в Общественную палату представители от Государственного совета Республики Коми и согласованы назначения на должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми и на должность представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации. Кроме того, как вы уже обратили внимание, предоставлена трибуна, микрофон, площадка для выступления непарламентских политических партий. Как вы уже слышали, из 28 те, что имеются в базе данных, приглашения отправлены были всем 28 политическим партиям. Изъявили желание 4, выступили 3 политические партии. Тема была обозначена очень, на мой взгляд, актуальная, правильная тема, близкая к народу. Как нам развиваться дальше, как развиваться республике и что мы хотим, как мы хотим повысить качество жизни наших граждан. Тема обозначена, и поэтому возможность такую получили все, кто получил такую возможность и желал. Конечно, выступления у некоторых представителей партий получились эмоциональные, даже чрезмерно эмоциональные, но в любом случае это свидетельствует об активной позиции тех же представителей неполитических партий. Вопросы, которые они поднимали, волнуют их, волнуют из глубины души. Единственное, конечно, поконкретнее бы хотелось услышать в качестве предложений по стратегии развития Республики Коми, пожелания нашему правительству, органам исполнительной власти по улучшению жизни жителей Республики Коми. На мой взгляд, вот сегодня вот этот факт, что из 28 4 заявились, да, это говорит о том, что мы сегодня заявляемся по формальным признакам. Давайте садимся за стол, круглый стол, обсуждаем. Мы открыты, депутаты Государственного совета к обсуждению открыты. Мы и такую площадку предоставим. И готовы принять эти предложения, часть из которых вы сегодня слышали, прозвучали. Я для себя даже отметила.